Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка, и у нас по традиции начинается рыбалка на япушку в Якутии. Вот, подледная рыбалка. Сейчас я, в общем, иду к напарнику Иннокентию. Взял из дома пешню. Якутская пешня, друзья. Данные инструменты вы можете, конечно же, посмотреть по ссылке. И вот такой у нас денек сегодня с утра. Сейчас уже часов 8, мы проспали маленько. Во-первых, мы даже и не знали, что река встала. Сегодня должны были только идти туда, готовиться. Но река встала, не спрашивает никого никогда. Сейчас, в общем, иду к нему, там все уже готово с вчера. Так, погнали. Так, ну вот в спешном режиме мы приехали на реку. Посмотрите, уже 4 снегохода стоит. Там еще парочку видели при заезде. Иннокентий уже пошел. Вот такие у нас торосы. Вон там уже ходят люди, вон они. Все отмечают себе места. Я сейчас беру вот эти кусты, пешню и погнал тоже за ним. Так, сейчас буду помечать. Вот, получил задание пометить вот эту полянку. Не знаю, может быть, дадим напарникам там, ну не напарникам, а соседям, которые рядом будут рыбачить. Прошлогодние наши точки вон там в 500 метрах. Вот сейчас Иннокентий пошел туда. Вот, посмотрите, торосы какие. Так, конечно, их и особо-то не передать. Вот здесь я уже пробил, ну лед сантиметра 3, наверное. Вон там еще не замерзло, как вы видите. Видите? Помечай, говорит Иннокентий. Вот здесь большая вот не замерзшая место лежит. В общем, торосов нынче много, хватает всем. Посмотрите, здесь течение какое вот. Фарватер. Вот здесь уже кто-то пометил. Ну, вон те пометили, вот, которые вон стоят. Они дальше идут. Лед тонкий еще. Ну, льда нету, то есть. Здесь только начинает вставать. Иннокентий вон куда ушел. А мы ушли, в общем, от прошлогодних меток. Вот эти люди стоят вот ровно там, где мы в прошлом году рыбачили. Вот. В самом течении. А Иннокентий ушел туда. Далеко ушел сильно. Вот так встает Лена. Смотрите, вот буквально несколько минут и пол Жиганского уже здесь. Движуха. Слух о том, что река встала, распространяется очень быстро. Вон там снегоходы наши стоят. Очень быстро распространяется слух. Вот сам поселок Жиганск. Моментально просто заполонили люди все. Рыбаки. О, Балок кто-то приехал. Юрий Егорович, походу, приехал. Болотик растопил. Красавчик. Ну что, к Иннокентию пойду, пока он там. Дальше идет и идет, все ищет себе хорошее место. Ладно, пускай идет. Я потихоньку дойду. У меня просто бутера побольше. Эти ветки тащу. Палку, по идее, быстрее пошел бы, да неудобно тащить, зараза. Эти, блин, кусты эти. Наконец-то дотащились. Пришли, короче, дальше всех. Получается, ниже мы тех точек, которых мы рыбачили в прошлом году на 500 метров. Вот. Раньше мы рыбачили, получается, отсюда 400 метров. Вот там, где тот мужик. В прошлом году, до этого еще выше. Так, здесь инструкции не перестают раздавать. Отметить там, сям, отметим. Без этого понимаем. В общем, решили здесь уже ставить лагерь. И вот это место хотим пометить. Сейчас я включаю навигатор и начинаю записывать, потому что
Довольно уж это увлекательно с тех годов, оказывается. Постоянно вести сводку и смотреть, сколько чего рыбы. Давно мне все спрашивают, пользуюсь навигатором. Вот такой вот мне навик включить, начать новый трек. Все, сейчас пойду помечать точки, и он будет все записывать. Так, погнали. Иннокентий не перестает там что-то кричать. Вот. В общем, я решил тут одну вот эту длинную куст воткнуть. Не знаю. Сказал, тут втыкать, потом, по-моему, говорит, не втыкай. Посмотрите, вот как льды перемещают камни. Это камень лежит. Вот он откуда-то пришел, непонятно откуда. Вот этот кусок льда его принес. Видите, камень огромный. Его сейчас так нет брать. Вот так вот происходит передвижение всяких там частиц. Короче, я нашел полянку себе вот такую. Сейчас буду ее помечать. Вон там, видите, она с водой. То есть там не замерзшая еще. Аккуратнее надо быть. Вот одну палочку я воткнул. И одну поставил здесь, чтобы было видно вон оттуда. Потому что, ну, просто, чтобы потому что было видно. Так, вот с Иннокентием идем к берегу, довольные, что смогли это сделать. Конечно, мы в этом году немножко не в том месте поставили, где в прошлом, но с каждым годом я заметил, что мы отдаляемся, все ниже и ниже идем. Вот. Сейчас мы идем довольные. 2 часа работы. И мы уже пометили свои места. Нашли себе место.
Теперь у нас другая головная боль начинается. Это как сюда доставить сети и установить. Вы посмотрите, что творится. Вы только посмотрите на все это. Чтобы показать вам какие торосы. Вот. Я опускаю камеру пониже, чтобы у вас было хоть представление, что из себя представляют торосы на реке Лена. Это еще как бы по-божески, я так скажу. По-божески. Иногда бывают большие с дом, размером с дом. Торосы. Лед какой грязный. Ну и сейчас мы идем на базу, в штаб, так скажем. Будем дальше мозговать, что делать. Вот наши соседи. Юрий Егорович. Афанасий. А? Они тоже себе здесь пометили, вот как видите. У них пометки тоже вот кустики. Все, вот у них такая база тут будет. Так, ну все, мы дальше движемся в сторону дома, но уже идем напрямую на берег, потому что люди уже начали ходить напрямую, а наш снегоход стоит немножко в стороне остался, поэтому идем напрямую. Ну, пришли, короче, вон оттуда пришли. Сейчас у нас другие задачи. Сейчас мы хотим проверить сетку, которую поставил вчера Иннокентий. И мы вчера приезжали оставить груза. За ночь поднялась наледь и затопила наши груза. У нас сейчас другая проблема, их выдолбить. Вот идем проверять сетку. Снег похрустывает. Сегодня градусов 24, наверное. Тепло. Сейчас проверим сетку и потом пойдем выдалбливать груза на сети. Доходяга вышел. Надо, да? Пойдемте,
забери людям отдадим, сказал. Такой проходяга попался. Так, вот посмотрите, наши якоря утонули. Сейчас будем выковыривать. У ребят здесь вообще балок утонул. Вот. Надо все выдолбить как следует. Еще это катеринги? А, сейчас. Сейчас. Ага. Вот сейчас будем вытаскивать. Ну вот, выдолбили вот такую здоровую майну. Выколачивали все якоря, вот они. Хорошо вовремя не успели выдернуть. У людей вообще вон балок застрял. Вчера приезжали, балок стоял вон там, вон, на суше. Вот здесь воды не было. Вон там вдалеке было, вот, где начинаются торосики. И за ночь вот это все заполнило водой. И замерзло, прихватилось. Вовремя мы спохватились и вытащили. Сейчас поедем сушить. Так, вот пришли в балок попить чаю. Андрей Аркадьевич со своим сыном. Вот такой балок. В прошлом году я его показывал, кто может увидел. Печка. Видите, вот затащили груза все оттаивать. Вот. Здесь вот кровати есть. Вообще это как бы геологический балок. Для геологов предназначался. Вот, он полностью как дом. Вот. Ну, ширина его где-то порядка 2,5 может быть. И в длину он метров 7, наверное. Вот такой вот классный балок. Дверь есть. И там есть дверь. И печь посередине. Здесь такая вот дверь. Вот это у них, у ребят, называется штаб. И стоит он прям на здоровых вот таких вот салазках. Но походу он свое пристанище уже нашел. Потому что дернуть его отсюда уже будет довольно сложно. Его поставили прямо на этот, смотрю, на землю. Он скоро врастет туда, и все. Ну вот, друзья, сейчас мы будем пить чай, обсуждать завтрашние планы. Вот. Смотрите, какая здесь красота. Вид какой с этой горы. Все видно. Это временный у них такой штаб. Штаб-квартира. Вещи, чтобы здесь хранить, там, не знаю, какие-то. Я, допустим, сани оставлю сегодня ночью. Ну и так вот смотреть за обстановкой. Кстати, Юрий Егорович, по-моему, вон он. Или, может, идет уже. Вон они, вот там где-то. Он шарится. Ну все, друзья, считаем сезон ряпушки открытым. Итак, начинаем рыбалку. Приятного просмотра. Итак, дорогие друзья, сегодня к нам присоединился Василий Гаврилович, ветеран рыбалки. Вот, и, значит, сегодня наша задача заехать на наше место уже на снегоходе. И вот Иннокентий идет. Он чуть пораньше приехал, и они уже пробивают дорогу. Вот здесь вот Василий Гаврилович стоит. Так, мы идем вон оттуда. Я оставил свой снегоход вон там. Вот он стоит, потому что здесь как бы надо, чтобы натоптали как следует. Потом буду заезжать. Вот наш сосед едет, Юрий Егорович, сейчас вот так объедет и по этой дороге проедет. Вот здесь вот, посмотрите, люди тоже бьют дорогу себе. Каждый, короче, себе дорогу бьет. Вот, ну в итоге все едут туда, стараются, на свои точки вчерашние. Вот. Вот так дорогу прокладывается у нас.
Вот такие торосики ломаются все, которые торчат. Ну и вот более... Да, кем... Карал. О, bu kocaman turar dedi Ravay. Bu durar bu talaqtaq mandık. İçin net yiye kanadı. Вот. Иннокентий едет, вот. Мы ему уже начинаем помогать. Василий Гаврилович вот у нас. Наш пенсионер. А вон Юрий Егорович едет там, застрял он. Нам отдал свою пешню, чтобы мы дорогу делали и ехали. Вот, тут этот Иннокентий-то проскочил, а вот Егорыч что-то замешковался там в одном месте, замешкался. Вот, сейчас покажу, как снегоход будет заезжать. Вчера, друзья, мы здесь ходили, боялись, побаивались. Ну вот, когда вот встает вот так торосником, не так страшно. Четко его малюют. Вот такие опасные участки, вот они, вот пустые вот эти. Полянки вот эти вот опасные. Вот едет снегоход. Буран. Первым, конечно, лучше Буран заезжать. На Буранах, на Ямахе я тут не рискнул ездить. Килограммовая машина проехала. 300-килограммовая машина. Вот наша первая полянка вчера, которую мы с Иннокентием вот помечали по края только, потому что здесь по центру она была еще. Вот сейчас даже видно, что чуть-чуть буквально вот ночью что ли прихватилось. Здесь глубина, ребят, опасно. Решили палатку вон там поставить вначале. Так, сейчас Иннокентий пошел до снегохода. Ребята вот стоят. Ага. В общем, нормально. Нормально все. Сегодня тепло. Вот. Иду за пешней за своей. Вчера оставил. Посмотрите, вот поселок дымит. И вот оттуда, не переставая, едут эти снегоходы прям. Пачками прям прут. Пачками. Ну все, друзья, вот так и начинается наша рыбалочка. Так, ну все, буквально последние штрихи. Сейчас вот немножко дорогу прочистил вот до этой полянки. Он сейчас должен вот так приехать и сюда заехать. Ну, друзья, начинаю установку нашей палатки. Это будет не рыбацкая палатка, будет палатка для отопления. Поэтому луночки закрываем все заглушки. Вот. У меня с последней рыбалки от блогеров немножко грязи осталось. Я ее не стал как бы сушить, потому что все равно скоро на ряпушку, все равно все натопчет. Сейчас поставим палатку. Так, она ставилась у меня, по-моему, так, сейчас тоже там методика была. Василий Гаврилович раздевается, хочет помочь. Дом будем ставить, да? Палатку будем сейчас ставить, собирать Гавриличем. Вон печка там, все поставим. Завтра, чтобы растопить. Вот.
потом пойдем. Ребята хотят уже сетку воткнуть. Пошли смотреть. Вон. Ага. Все. Так, ну все, поставили палатку. Вот. Сейчас пойдем воткнем сетку одну. Завтра здесь привезу вертыши. Кручу палатку на вертыши. Эта сторона замок вообще завязал, чтобы никто не открывал никогда. Вообще сломали замок. Василий Гаврилович идет, не идет, идет с нами. Ну все, идем залезем в сетку всей толпой. Потом пойдем за сетями, потому что, оказывается, мы все там оставили. У нас только одна сетка. Так вот. Итак, первая сетка пошла. Фух, молим военная, чтоб нам рыбу подкинул завтра на эту сетку. Начинаем ставить первую сетку. Вот. Василий Гаврилович, ветеран. Шапочка у нее такая модная, как у меня. Ага. Вот, видите, какая система опускания сетки. Один конец этой сетки начинают опускать. Байыққыр тақсыр бұдан үйренмеден тастығанға қарал. Оны онтақ бірағара түгін тағын екені. Ага. Бірақ. Так, мы сейчас завяжем этот. Привяжем. Иннокентий с Василием что-то там по-стариковски делают. Так, мы здесь с Карлом. У него имя такое. Карл. Нам, походу, нужно будет опустить эту сетку. Сейчас. Опускаем нашу сетку. И надеемся, что завтра уже здесь будет рыба. Карл таскает груза. Я, короче, рублю проруби. Готовлю сети. Они закидывают. В общем, сегодня решили по максимуму поработать. Приготовили палатку. Завтра затопим. Круто. Приятного просмотра. Ну а думаю, на этом, друзья, я сегодня пока сюжет закончу. И так очень много материала заснял. За нами какой-то парень увязался. Ехал. И, по-моему, решил тут остаться, ставить сети. Не знаю. Ну, не важно. Суть в том, что главное, что мы сегодня пробили дорогу, сделали максимальный объем работы. Даже поставили, главное, что несколько сеток. То есть начало уже есть. Поставили лагерь. Привезли нашего ветерана Василия Гавриловича подышать свежим воздухом, как говорится. Человек, он уже не молодой, в годах. Вот. И все равно таким образом он с нами рыбачит. Так что, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто жил, рыбачил в Жиганске, те, конечно, понимают. Для них это не ново, но ностальгично. Кто, может, переехал, уехал. Вот. Всем пока. До связи.